Максим Джоев и Дарья Васильченко – студенты 5-го курса юридического факультета. Пару дней назад они вернулись с конкурса по международному праву имени Филиппа Джессопа. Этот конкурс – один из наиболее впечатляющих соревнований для юристов. Сегодня ребята – единственные студенты в СОГУ, получающие президентскую стипендию. Как говорят сами молодые специалисты, стипендия для них – это не только шанс улучшить свое материальное положение, но и дополнительный стимул. Это было очень неожиданно, потому что мы узнали об этом не сразу. Надо учитывать то, что это уровень такой федеральный, стипендии федеральной и президента, и правительства. И поэтому, когда мы узнали, что мы их получили, это было вдвойне приятно. И осознаешь, насколько это ответственно, насколько это почетно. Стипендия президента России была введена в 1993 году для поддержки студентов и аспирантов вузов. Для такого поощрения молодым специалистам необходимо иметь выдающиеся успехи в учебе и научных исследованиях или являться автором открытий 2 или более изобретений. Но помимо президентской стипендии в университете действуют ежегодные гранты. Одним из обладателей счастливого билета стал Георгий Собиев. Единовременная субсидия дала возможность студенту в течение 6 месяцев пройти стажировку в Чехии по программе Erasmus Mundus. Однако, как показывает практика, у чешского студента нелегкие будни. В чем же заключаются основные отличия университетов Европы с нашими университетами? Система образования в университетах Европы основывается больше на самообразовании, самообучении. И как таковой преподаватели не могут дать тебе того, что ты можешь чему ты можешь сам обучиться. На сегодняшний день на базе физико-технического факультета СОГУ открыт Центр коллективного пользования. Благодаря полученному гранту лабораторию оснастили новым техническим оборудованием, аналога которому нет в России. Это даст возможность вывести регион на новый технический уровень. В центре работает 11 аспирантов. Молодые люди активно сотрудничают со странами Востока. В частности, контракты подписаны с такими предприятиями, как Toyota, Mitsubishi и Kodak. Но это не предел, говорят специалисты. Сейчас Центр задействован в привлечении новых молодых умов республики. Земфира Лулаева, Елена Черенкова, Михаил Безуглов. Осетия ТВ.